Кремле состоялось вручение награды кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана товарищу Алиеву. При награждении присутствовали руководители Коммунистической партии и Советского государства. В своем выступлении генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев сказал: Дорогой Ильдар Алиевич, ваша деятельность на посту первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана отмечена высшей наградой Родины. Вам присвоено звание Героя социалистического труда с вручением вам ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Вы внесли большой вклад в хорошие и устойчивые результаты, которых добились трудящиеся Азербайджаном, и немало делаете для устранения имеющихся недостатков для решения назревших больших задач. Отсюда и награда, заслуженная награда, Ильдар Алиевич. В ответном слове товарищ Алиев выразил безграничную признательность за высокую оценку его труда и заверил, что не пожалеет сил и энергии, чтобы оправдать оказанное доверие практической работой всей своей жизни. Эти кинокадры сняты в небе Казахстана. Совершает посадку спускаемый аппарат корабля «Союз-34». Из космоса возвращаются Владимир Ляхов и Валерий Рюмин, два человека, которые 175 дней провели в невесомости. Первые минуты после полета. Своим мужеством и героизмом Валерий Рюмин и Владимир Ляхов доказали, что человек способен полгода эффективно работать в космосе. Нелегко вновь привыкать к земному тяготению. Но медики довольны. Послеполетный период адаптации проходит нормально. И это заключение не только врачей, но и самих космонавтов. Цветами, улыбками друзей и близких встретил героев космоса звездный городок. Их успешная экспедиция заняла достойное место в ряду славных свершений, начало которым положил исторический полет первопроходца Вселенной Юрия Гагарина. Родина высоко оценила подвиг космонавтов. Приветствуя в Кремле отважных советских людей, коммунистов Владимира Афанасьевича Ляхова и Валерия Викторовича Рюмина, Леонид Ильич Брежнев сказал: есть все основания считать, что полугодовой полет товарищей Ляхова и Рюмина стал исторической вехой в грандиозном процессе исследования и освоения космоса земным человечеством. Это внушительный итог того, что сделано за 2 с лишним десятилетия, и вместе с тем серьезный рывок в будущее. Владимиру Ляхову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Ему присвоено также звание летчик-космонавт СССР. Валерий Рюмин удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Тридцать-пятую годовщину социалистической революции в Болгарии торжественно отметили представители трудящихся Москвы. В президиуме собрания член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома партии Гришин, секретарь ЦК КПСС Капитонов, другие советские руководители, члены болгарской делегации. Председатель Центрального правления Общества советско-болгарской дружбы, директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС академик Егоров подчеркнул, что историческая победа болгарского народа явилась итогом героической революционной борьбы всех трудящихся страны
за торжество светлых идеалов коммунизма. Посол Народной Республики Болгарии в СССР Жулев заявил, что основная движущая сила и гарантия всех успехов, которых добилась и добивается народная Болгария, это вечная и нерушимая болгаро-советская дружба. Вторая международная книжная выставка-ярмарка в Москве. В ней приняли участие 75 стран, 2000 представителей фирм и организаций. В приветствии участникам и гостям выставки Леонид Ильич Брежнев высоко оценил роль книги как могучего орудия развития культуры и прогресса, посланца мира и дружбы между народами. Крупнейшую экспозицию представил Советский Союз. Большое место в ней заняли труды Леонида Ильича Брежнева. 200 центральных и республиканских издательств продемонстрировали на выставке свои лучшие книги. Внимание посетителей привлекли две международные экспозиции. Одна из них спортивные книги, посвященные предстоящей Олимпиаде 80. Другая, организованная в связи с Международным годом ребенка, книги и дети. Семь дней работы выставки были днями переговоров, подписания контрактов и соглашений между советскими и зарубежными издателями. Международная книжная выставка-ярмарка в Москве явилась новым существенным вкладом в дело взаимопонимания и культурного сотрудничества между народами. Нет у человечества заботы более важной, чем дети, надежда и будущее нашей планеты. В Москве состоялась Всемирная конференция «За мирное и счастливое будущее для всех детей». Конференцию открыла председатель ее подготовительного комитета, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Фрида Браун. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, председатель комиссии по проведению Международного года ребенка в СССР Николай Александрович Тихонов огласил приветствие Леонида Ильича Брежнева участникам конференции. С момента рождения первого социалистического общества, сказал товарищ Тихонов, забота о детях, о женщине-матери была поднята на уровень государственной политики. С докладом «За мирное и счастливое будущее для всех детей» выступила Фрида Браун. Участников конференции приветствовали юные пионеры. Конференция в Москве призвана дать новый импульс в борьбе за дело мира, за счастье детей на всей планете.